Еще страна-преступник, Советский Союз, признала, реабилитировала последними это крымских татар и немцев по Волжье. Это был 1989 год, когда было постановление Верховного Совета СССР. И в рамках этого постановления было принято решение, что в составе ОССР восстановить Крымскую ССР и способствовать возвращению крымских татар на историческую родину. Далее, Украинская ССР приняла закон о восстановлении Крымской АССР. Но, опять же, под воздействием нашего соседа, который не любит паритетных, нормальных, честных, достойных взаимоотношений, а любит, чтобы делалось так, как хочется ему. У нас произошли определенные в Украине и в Крыму, в частности, начались различные правовые манипуляции, когда Крымская автономная республика так и не стала гарантом защиты коренного крымско-татарского народа. Это два. И следующий момент, о котором мы говорим о том, что мы не союзников должны сегодня искать в мире. Мы должны все, независимо это многомиллионный народ или 100-тысячный маленький народ, имеет он ядерное оружие или он не имеет ядерное оружие, или сегодня находится и не имеет даже своей государственности, мы все должны быть равны перед международным правом, субъектами которого являются и Российская Федерация, и Азербайджан, и Соединенные Штаты Америки, и страны Европейского Союза. И тогда только гарантия для сохранения и развития таких малочисленных народов, коренных народов, как крымские татары, обеспечена и будет гарантирована. Но сегодня, если мы будем поддерживать нарушение международного права одним из субъектов, то завтра по отношению к нам, когда будут проводиться еще более жесткие действия, которые мы испытали в 1944 году, то, соответственно, никто в международном сообществе не защитит нас и не сможет апеллировать в том числе и международным правом, которое мы в том числе нарушили, если мы поддержим те, скажем, противозаконные действия, которые обозначила Генеральная Ассамблея ООН 27 марта 2014 года.